вместе с нами, друзья. День очень теплый, день очень светлый, день, когда в сборе большая семья. Танцуй вместе с нами, прыгай и пой, ведь сегодня у нас праздник большой! Ребят, все поднимаем ручки вверх, помашем нам. Давайте, кто громче скажет привет! Привет! Я всегда говорю своим ребятам, вы понимаете, люди идут за эмоциями, за хорошими, за положительными эмоциями. И если мы эти эмоции будем правильно подавать, тогда мы будем делать свою работу хорошо. Когда я вижу и когда я слышу отзывы детей и родителей, что все прошло хорошо, когда я вижу, что там, у родителей десятилетней давности фотографии с наших праздников, да, там, они где-то их выкладывают, или они вспоминают, или вот мне вчера буквально звонит мама, говорит: Эльвир, мы уже выросли, говорит, 9 лет назад мы с вами праздновали, у меня дочка родилась, начинаем заново. И сейчас, когда родился второй ребенок, она говорит: начинаем заново, снова с вами празднуем. Мне кажется, это вообще, вот, это то, ради чего стоит работать. Я занималась различными мероприятиями городского уровня, я вела мероприятия, например, День Победы, да, то есть на площади какие-то мероприятия, и как ведущая, и как организатор мероприятий. Для меня всегда было важно сделать мероприятие на хорошем уровне. Если вы организовываете праздник, какой бы ни был праздник, для одного человека или для сотни тысяч людей, этот праздник всегда должен быть качественным и профессиональным. Я увидела сон, когда я стою на сцене, на какой-то огромной сцене, и голос свыше, как это так звучит, конечно, да, голос свыше мне говорит: Эльвир, я хочу, чтобы ты делала детские праздники. Ну, вот, серьезно, вот такая вот история. Я не знаю, кто это был, может быть, это моя фантазия. И я приняла решение, а я буду пробовать сама. Почему бы и нет? Я же умею организовывать другие праздники. И у одной из моих сотрудниц, друзей, у дочки был день рождения в саду. Я говорю: Светлана, а можно, пожалуйста, я попробую сделать праздник в саду? Она говорит: да без проблем, пожалуйста. Я одела костюм Мальвины, потому что ребенок любил именно этого персонажа. Нашла там, подружку взяла, одела в Буратино, пошила эти костюмы оперативно. И мы сделали праздник в саду, после которого воспитатель говорит: вау, это что-то невиданное, как долго вы готовились. Ну, действительно, ей понравилось. И это было круто, потому что, наверное, мы горели. Сотрудник в нашей сфере – это вообще ценнейший человек. Чтобы стать хорошим аниматором, хорошим, подчеркну, грамотным, профессиональным, понимающим любую категорию детей, на это уходят годы. На сегодняшний день у нас в «Поле чудес» более 150 персонажей. Что касается того, как вообще мы их готовим, да, как нам приходит в голову, какие герои у нас появляются, у нас есть правило, у нас выходит 3 праздника в месяц, 3 новых образов, да, скажем так, 3 новых темы. И вот так за год у нас копится достаточно большое количество персонажей. Вот года 3 назад я вообще задалась целью начать делать праздники на крымско-татарском языке. Но мы столкнулись с тем, что дети нас, многие не понимали, к моему большому сожалению. Не все дети понимают язык. Вот это для меня такая боль небольшая, да, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы как минимум элементарные слова, приветствия, там, какие-то такие вот важные моменты, которые должны знать наши дети, они знали. А с моей стороны я буду продолжать. Uzun boylu zürafenin belleri yarıştıra, yanağında, burnu kulağında, tirseginde, kursağında, yerinde olan. Идем дальше, машаллах!